Примерно в 10 километрах к западу от города Кирки находится средневековый памятник истории Астана-Баба, который считается одним из святых мест в мусульманском мире. Сюда ходят паломники, чтобы поклониться и прочитать молитву за упокой души тех, чьи тела нашли здесь последнее пристанище. Люди, которые верили в чудодейственную силу праха святых, приходили, чтобы получить исцеление от своих недугов. У смотрителя памятника, который пользовался уважением среди населения, просили благословить новые начинания. Водители автобусов дальнего следования, несмотря на то, что тут не предусмотрена стоянка, останавливали машину на короткое время, чтобы получить пожелание доброго пути, дав возможность пассажирам сделать пожертвования. И в наше время здесь всегда многолюдно. Молодожены после свадьбы приезжают сюда, чтобы поклониться праху святых в надежде на то, что этот ритуал укрепит их семейные узы. Средневековый архитектурный комплекс Астана-Баба пользовался такой славой во все времена. Сюда приезжают паломники, живущие далеко за пределами Либабского вилаята. Этот памятник истории и культуры состоит из мечети и гробницы. Первую ее часть возвели в XII веке, а потом пристраивали новые строения, и окончательный вид он обрел только в XVII веке. Никаких сведений не сохранилось о том, кем был Астана-Баба. Только известно, что слово «Астана» в переводе с арабского означает «порог», а Баба – это отец, дед, святой человек. Значит, исходя из этого, можно перевести название как «святой порог», «святое место». У местного населения бытует легенда, согласно которой возведение архитектурного ансамбля связано с именем Зубейды, дочери правителя Балха Зейд-Али, прямого потомка халифа Али, одного из почитаемых пророков. Он выдал свою дочь за правителя Земма, это нынешней Кирки. Однако ее семейное счастье длилось недолго. Некоторое время спустя, после свадьбы, она скончалась. Убитый горем отец решил увековечить ее память, построив гробницу, и пригласил сюда лучших мастеров из Самарканда и Мерва. Но их постигла неудача. Когда они завершили строительство, здание рухнуло. 3 раза они поднимали мавзолей, но каждый раз их постигала та же участь. Опечаленный отец не знал, что делать. Однажды во сне к нему явился святой старец и посоветовал привезти глину и воду из Мекки, изготовить из них кирпичи. И он снарядил туда целый караван. Привезенную воду влили в местный колодец, глину перемешали с землей и водой из этого колодца, слепили кирпичи. Сон Зейд-Али оказался пророческим. Здание мавзолея больше не рухнуло. Согласно преданию, здесь же рядом с дочерью после смерти похоронили и отца. Поэтому наряду с Астана-Баба существует еще одно название мавзолея – мавзолей Зейд-Али и Зубейд-Али. Известно и другое его название – мавзолей Гайдар-Биви. Местные также называют его 4 купола по числу больших куполов на ансамбле. Вода колодца, куда 9 веков назад влили привезенную из Мекки, считается целебной, и верующие пьют ее, чтобы избавиться от недугов. Мавзолей Астана-Баба хранит в себе много тайн прошлого, которые еще предстоит открыть. Он является историческим и культурным достоянием нашего народа, входит в состав Киркинского историко-культурного заповедника и охраняется государством, и народ бережно относится к нему, почитая память предков.